Добрый вечер, друзья! Я очень-очень рада с вами встретиться. Сегодняшний день, день осеннего равноденствия. В этот день мы отмечаем праздник второго урожая, праздник Мабон. А, Этот праздник отмечается с 21 сентября по 23 сентября. Обычно в этот период и наступает осеннее равноденствие. В этом году оно наступает завтра. И в этот день на всей планете день и ночь становятся равными и длятся по 12 часов. Солнце переходит из южного полушария в северное. Продолжительность светового периода дня становится короче. И с этого дня начинается, можно сказать, астрономическая осень. Природа начинает готовиться к зиме. Название Мабон в традициях, в кельтских традициях происходит от имени персонажа уэльской мифологии Мабон ап Мадрон, обозначающее мужская сила и плодородие. Само название этого праздника произошло от имени уэльского бога Мабона, и имя это означает «великий сын». В уэльской мифологии Мабон символизирует мужское плодородие. И так как я вам обещала, что буду рассказывать о богов кельтского пантеона, хотя они не так известны и не так обсуждаемые, но так или иначе они существуют. И здесь в связи с этим праздником мы будем говорить о Мабона, который является молодой сын, юное божество, сын света. И так как осеннее равноденствие отмечает время перемен, в этот момент отмечается и рождение Мабона. А Мадрон – это его мать, великая богиня, страж потустороннего мира. Она защитница и целительница. То есть Мадрон – это земля. С момента осеннего равноденствия света становится меньше, чем темноты, солнце светит все слабее и слабее до зимнего солнцестояния, когда солнце начинает опять набирать силу. И сейчас я хочу немножко рассказать эту историю о Мабоне и его матери Мадрон, которая дошла до нас из древней кельтской устной традиции. Вы и этого знаете, что традиции в кельтской культуре только устные. Они передаются в виде прямого обучения. И тоже они, можно сказать, тайные. Итак, давным-давно, в начале времен, когда мир был совсем юным, на свет появился Мабон, великий сын великой матери. Но спустя 3 ночи после его рождения он был похищен у своей матери Мадрон. Время шло, века сменялись веками, и имя Мабона стало окутанным тайной. Он бесследно исчез. Жил на земле человек по имени Кух,
который любил прекрасную дочь вождя великанов. Имя очень такое сложное. Избаден называется этот вождь. Его дочь, имя его дочери Оуэн. И этот Кулх, этот человек Кул, хотел на ней жениться. Но ни один человек, проникший в крепость этого великана, не успевал выйти из него живым. Согласно пророчеству, смерть должна была настигнуть великана из Бадена в день свадьбы его дочери. И поэтому для каждого, кто претендовал на руку Оуэн, он назначал 39 невыполнимых испытаний. И так Избаден надеялся избежать свою участь. Кулх принял этот вызов, и в этом ему помогал его кузен, легендарный король Артур, со своими верными рыцарями. Но прежде чем пойти в крепость великана и принять участие в испытаниях, они решили найти Мабона, потому что только Мабон мог помочь им победить. Но где им было искать Мабона? Решили они найти старейших животных, которые жили раньше всех и могли помочь им в поисках. Отправились Кулх и Артур со своими спутниками странствовать по земле. Первым из старейших животных, которого они встретили по своем пути, был черный дрозд. На вопрос Кулха о Мабоне черный дрозд ответил: «Я ничего не слышал о ребенке, которого родила Мадрон. Идите к оленю, возможно, он сможет вам помочь». Когда они нашли оленя, задали ему тот же вопрос. Олень отвечал: «Я не знаю того, кого вы ищете, но, может, знает сова». Но и сова ничего не знала о Мабоне и посоветовала Кулху пойти к орлу. Кулх со своими помощниками отыскали орла и спросили его, не знает ли он, где им искать Мабона. Орел ответил: «Я не могу вам помочь, но я лишь однажды встречал такое животное, которое могло бы знать что-нибудь о Мабоне. В тот раз я охотился на озере и пытался поймать лосося. Но так получилось, что лосось затянул меня глубоко под воду, и я едва оттуда выбрался. Мои братья-орлы полетели к тому озеру, чтобы отомстить за меня. Но лосось опередил их. Он послал вестников мира и сам лично тоже предложил нам заключить мир. Отправляйтесь на это озеро и спросите его». Прибыли Кулх и его спутники на чудесное озеро и задали лососю все тот же вопрос. А лосось сказал: «Пусть двое из вас сядут мне на плечи. Я отвезу их к стене Каер-Лой. Всю свою жизнь я слышал там, что кто-то плачет». Двое людей сели на плечи к лососю, и когда он привез их к стену Каер-Лой, они услышали плачущий голос. «Кто так сильно плачет?» – спросили они. И голос ответил: «Это я, Мабон, сын
моей матери Мадрон. Все время с начала времен я нахожу заточение, и нет мне спасения. Недолго думая, Кулх, Артур и его рыцари вступили в бой со стражами, стерегущими Мабона, и освободили его. В благодарность Мабон присоединился к Кулху в его тяжелых испытаниях и помог ему завоевать руку прекрасной Оуэн. Вот такая история с Мабоном, откуда идет имя этого праздника. Что характерно для этого праздника? Ко дню осеннего равноденствия заканчивается сбор овощей, фруктов и оставшихся зерновых. Праздник напоминает о приходе зимы. В этот период проводятся магические ритуалы, гарантирующие, что зимой хватит пищи. Обряд состоит в том, что на празднике сначала демонстрировались, а потом съедались лучшие дары лета. Друиды по традиции забирались на вершину горы, чтобы провести побольше времени с летним солнцем, так как ночи становятся все длиннее. Обычно в Мабон идут на природу люди, в лес, собирают они семена и опавшие листья. Некоторые из них используют их для украшения дома, другие сохраняют на будущее разные ритуалы, которые они делают с травами. Интересна пища на Мабоне. Она состоит из плодов второго урожая, таких как зерновые, фрукты, овощи и особенно кукуруза. Кукурузный хлеб – традиционная пища в это время, так как и фасоль, сушеные кабачки и сушеные кабачки. Травы, традиционно используемые для украшения алтаря и пространства вокруг магического круга, которого люди создают себя дома. Это желуди, астры, папоротник, мир, пассифлора, сосна, роза, шельфей, орешник, тополь, листья дуба, осенние листья, солома пшеницы, шишки кипариса и сосны. Вообще всякие такие осенние вещи, которые природа дает. Алтарь на праздник должен быть насыщенным и сложным, с множеством украшений. Обязательно вы можете собрать как можно больше атрибутов для этого праздника, чтобы ваш алтарь был действительно пышным. Можете поставить и камни, и свечи, и дары природы, и благовония. И если вы что-нибудь сделали своими руками для алтаря. Свечи, которые вы ставите на алтарь, обычно в цветах этого периода, они желтые, коричневые, винно-красные, оранжевые, в цвете земли и плодов. Тоже вы можете поставить на алтарь так названные огненные яблоки. Я вам сейчас скажу, как они делаются. Берутся красные яблоки, и сверху делается отверстие для свеч. И затем вы вставляете свечу и украшаете их, полагаете на алтарь или можете поставить в миску
с водой для декора. Ам, И вы потом можете высушить эти яблоки и оставить их до Самхейна. И поставить потом на алтарь Самхейна. Тоже на алтарь часто размещают символы бога и богини, Мадон и Мадрон, фигурки, или ставят чаша и кинжал. Тоже они являются символами этого праздника. Основной символ Мабона – это кукуруз. Кукуруза всегда считалась символом изобилия и жизни. И на Мабон кукурузу можно использовать для чего угодно, начиная с кукурузной куклой и заканчивая с кукурузной мукой и хлебом. Какие ритуалы делаются на Мабон и удачно, чтобы вы для себя сделали? Это ритуалы упорядочивания, очищения пространства вокруг себя, приведения всего вокруг вас в балансе, равновесия, и тоже и себе нужно ввести. Этот период, сам Мабон и дни перед и после Мабона не являются очень подходящими для вырабатывания рун. И вы можете из естественных материалов, вы можете их вырезать из дерева или из камушек, нарисовать на камушек. Но именно в это время они реально, если делаются, лучше их сделать своими руками. Еще ритуалы во время осеннего равноденствия связаны с обеспечением изобилия на ближайшего полгода, потому что начинается зимний период, и в этот период традиция меда должна быть подготовлена во время предыдущего времени, тогда, когда собирается урожай. И другой важный момент – закрыть все старые долги. И в этот к дату и к моменту этого праздника лучше, чтобы вы не имели никаких долгов, разрешили все свои старые споры, достигли помирения и полная гармония с людьми, с которыми вы общаетесь или работаете, или живете. Так что к этому моменту, если вы этого еще не сделали, до завтра у вас есть время подумать, что вы могли бы сделать для того, чтобы обеспечили свою гармоничную жизнь после этого момента, потому что это момент перехода, момент трансформации. После этого перехода вы уже должны перейти на новый уровень, на новый виток. И наша практика сегодня будет связана с духом этого праздника, с магией и с духовностью. В этот день многие люди проводят ритуалы и обряды, чтобы укрепить свою связь с природой и с духами. Используются свечи, благовония и другие элементы, чтобы создать атмосферу праздника и магии.
И если вы подготовили для сегодняшнего дня, по традиции вы знаете, если вы сделали свой алтарь и подготовили свечи, то вы можете во время нашего ритуала их зажечь. Кроме того, Мабон считается временем, когда духи и божества возвращаются в мир людей. В этот период люди могут обращаться к своим предкам и просить у них помощи и защиты. Мабон тоже день благодарности Матери Земле за урожай. И ритуалы и обряды подсказывают основная идея праздника – смена сезонов. Это день итогов, но и день формирования планов на будущее. Поэтому загадывать желания – основа магической части праздника. И можно желать счастья, благополучия, денег. Самое главное – делать этого искренне. И наша практика сегодня именно на это будет и направлена, на загадывание желания. И сегодняшний день, накануне самого праздника, наилучшее время для этого. И сейчас мы именно приступим к самому ритуалу. И если вы подготовили свои алтари, и если у вас есть свечи, то зажигайте свои свечи. И можете их поставить в центре своего алтаря. На нем обычно находятся осенние плоды, вино, вода, свежая выпечка, мед. Но если вы не подготовили, то свечи достаточно. Подожду, пока достанете свои свечи, пока зажгите их. И пока устроитесь удобно. Хорошо. Итак, вы устроились удобно. Сделайте внутренний настрой на проведение этой практики. Сделайте намерение связаться с остальными участниками. Вы их видите. Если не видите, то свяжитесь со мной и через меня сделайте эту связь энергетическую, и мы все объединимся. Создаем такой общий круг магический. Просто когда вы смотрите на остальных, вы таким образом и связываетесь с ними. И выстраивается этот магический круг. Кроме того, я тоже использую и дополнительные инструменты для объединения в виде вихря. Те, которые владеют этого инструмента, проходили такого обучения, кельтскую или рунную магию, тоже могут создать вихрь и объединиться с остальными.
Почувствуйте наше взаимодействие. Оно уже начало чувствоваться. Кроме того, наверное, уже ощущаете и связь с эгрегором, присутствие этих невидимых наших помощников, которые тоже будут участвовать в нашей практике. Закройте глаза и настройтесь на внутреннюю работу. Почувствуйте взаимодействие с остальными. Почувствуйте поддержку эгрегора. Можете связаться со своим духовным родом, если вы его знаете, если знаете, как с ним связываться. И вы тоже почувствуете поддержку и помощь. Сделайте вдох-выдох спокойно. И сделайте концентрацию на процессе дыхания. Оно ровно, спокойно, свободно. Обратите свой взор внутрь себя и создайте намерение о внутренней гармонии и баланс. В этот период очень хорошо чувствуется гармония, потому что само время, сама природа находится, и вы как-то сонастраиваетесь с этим природным ритмом. Создайте в себе тишину внутреннюю. И даже если есть внешние шумы, они только как фон вашей работы. Попробуйте, находясь в этом особом состоянии, почувствовать свое соединение со своей божественной сущностью, со своим истинным «Я». Именно на уровне истинного «Я» почувствовать свою связь с эгрегором и с вашим духовным родом. Почувствовать их любовь, заботу, помощь. Подумайте о том, что вам в этом моменте нужно, что не достигает, что хотите иметь, а вам сложно добиться.
И вы получаете какую-нибудь информацию со стороны вашего ума и вашей души. А теперь прислушайтесь к голосу своей интуиции. Что говорит ваша интуиция? Что приходит в вашем сознании со стороны вашего истинного «Я»? И попробуйте понять истинную суть вашего желания. Реально, что вы хотите? То, что приходило от вашего ума, подтверждается ли вашей интуицией? И когда вы точно знаете, что вы хотите, сделайте концентрацию на свой диафрагмальный центр. Когда вы сконцентрированы на этом месте, все энергии начинают тоже концентрироваться туда, и они существуют в виде вихря. И вы сейчас почувствуете, как зарождается вихрь в вашем диафрагмальном центре. Он сам зарождается. Зарождается из-за того, что вы концентрировались на диафрагмальный центр. И вы сейчас своим намерением начинаете его усиливать. Уже применяете свою силу и волю и начинаете его усиливать. Таким образом, этот вихрь начинает увеличиваться, и он охватывает все больше и больше пространства. И в одном моменте вы почувствуете, что он охватил все ваше тело. И вы почувствуете мощь всех энергий, которые кружатся в вас. Эти энергии всех планов. Теперь попробуйте почувствовать разумное начало природы вокруг вас.
и связаться с этим разумным началом. Свяжитесь с элементами природы. Свяжитесь с воздухом, с водой, с землей, с огнем. И создайте намерение пользоваться их силой. Теперь загадайте свое желание. И почувствуйте уверенность, что оно реализуется. Почувствуйте себя так, как будто оно уже факт. А теперь отпустите желание в пространстве. Отпустите его от себя. Вихрь стихии природы, они сделают остальное. А вы просто почувствуете себя в этом потоке. В этом моменте происходит трансформация вашей реальности. Постепенно выходим из состояния, очень медленно. Сначала обратите свое внимание вне себя, оно было внутри вас, а сейчас вне вас. И откройте глаза. Итак, мы закончили и практику. Очень надеюсь, что вы ее сильно почувствовали. Вообще, в дни этих 8 праздников очень мощно сама природа и весь мир помогает для реализации наших планов, для трансформации нашей реальности. Если что-нибудь хотите сказать, то просто включайте микрофон и можете сказать. Благодарю за практику, такую полезную для нас. Благодарю. На загадывание желания. Да. Благодарю. Катя, добрый вечер, с праздником. Очень приятно было видеть тебя очередной раз. Спасибо за практику, благодарю. Супер. Ага, спасибо. И я благодарю, Катя, так редко видимся. Всегда. Вельма, спасибо. Я люблю эти праздники, они для меня реально праздниками являются. Люблю алтари,
люблю их собирать, иметь свой дом, создавать такую атмосферу. И вообще эти праздники урожаев, они три. Сейчас второй, еще один А есть. еще один. Да. Я тут столько всего нагромоздила. Да. И тыква имеется. А на следующий праздник тыква будет центр праздника. Это да. Да-да. Хотя, когда будет следующий праздник? 1 ноября это Самхейн. Спасибо. Спасибо огромное за такую прекрасную легенду и за практику. Практика просто чудесная. И эти вихри прочувствовались. Спасибо всем. Почувствовали ли вы их? Она сильная, но очень деликатная сегодня. Да. Спасибо. Потому что очень балансированные энергии в этот день. Они не такие вышибающие, а очень такие мягкие и балансированные. Все происходит очень логично и спокойно. Да. Класс. Хорошо. С некоторыми из вас будем... да, в понедельник начинается наш курс. В среду будем встречаться на живую встречу. Участки кармы. Да, Людмила. Хорошо. Я была очень рада с вами встретиться сегодня и пообщаться, и рассказать эту легенду. Вообще мне хочется выделить внимание этим кельтским богам и этим легендам кельтским. Они интересные, приятно их читать, искать, И слушать очень приятно. слушать, да. Они как сказки. Ага. Да. Но это было из артурианского периода. Это история. Да, Артур поучаствовал. Да-да. Но есть же, говорят, такое поверье, что даже слушая эти легенды, своего рода, как на санскрите Упанишады, да, когда ты их слушаешь просто, не говоря уже о тех людях, которые читают эти легенды, это говорится, как люди совершают упаю. Упая с санскрита означает как рецепт лечения кармы своей, как такая дхарма, путь свой. Так что благодарю. Внутренняя трансформация происходит, и особенно когда они читаются именно в день, к которому они относятся, они имеют большую силу. Я, кстати, это впервые ощутила. Я подумала, что это не просто так. Ага, да. Рифмология, Зелма, Да. Да. Не хочется прощаться? Не хочется. Не хочется. Что хотите делать? Благодарю, Катя, за практику. Спасибо большое. Благодарю всех участников. Спасибо, Альберт. Мы с вами встретимся в следующей неделе. С большим удовольствием. Взаимно. Да. Хорошо, я вам желаю хороших выходных и завтра еще погода хорошая, можно погулять на природе,
в день осеннего равноденствия собрать листья осенние и сделать алтарь. И вообще сохранять в своем сердце такого праздничного настроя, которого создали сегодня.